Это моя гора Целань, это мои 6 необычных мест, это моя румяная земля, что лишила наших женщин красок. Такова единственная известная песня Хунну, оставленная нам более 2000 лет назад. Хотя она была собрана и сохранена ханскими литераторами, благодаря чему и дошла до потомков, но независимо от формы выражения, содержания или эмоций, песня о горе Целань пронизана сильным колоритом кочевых народов степей, что явно отличает ее от стиля ханской поэзии, такой как шицзин. Время ее создания примерно относится к периоду после похода Хоцуибана в Хэси, когда Хунну болезненно потеряла земли у Чингритаки Кызыла. Корбными тонами она выражает тоску и любовь к жизни на родной земле. Однако это порождает огромную историческую загадку. На каком языке Хунну пели эту песню? И была ли у Хунну письменность? В исторических записях Шицзи, китайского историка Самацаня, повествование о Хунну записано. У Хунну не было письменных документов, они полагались на устные договоренности. А в хрониках Харуханшу, повествование о южных Хунну, говорится, их старшие рода, такие как Хуяне и другие, выносят суждения, определяют наказания, устанавливают ранги и тяжесть вины, изъясняются устно, не ведут записей. Таким образом, у Хунну, по-видимому, был только язык, но не было письменности, и это сейчас основная точка зрения большинства ученых. Однако, если это действительно так, как тогда объяснить слова ученого Хуан Куана эпохи Западных Хан? Хотя у них нет книг о ритуалах и справедливости, они вырезают знаки на дереве и кости, и все чиновники имеют средства для взаимодействия, а правитель и подданные, высшие и низшие, имеют способ узнавать о друг друге. Кроме того, ученый Хун Цзун поздний Цин в исправленном собрании переводов древних времен цитировал европейских исследователей про гуннов, переселившихся на Запад, Аттила из Хунну вел переписку и переговоры с западными странами, обменивался речами, имел стихи и песни. Это письменность Хунну. У римлян были знающие письменность гуннов, у среди гуннов были знающие латынь, но впоследствии не осталось преданий. Если рассматривать с точки зрения потребностей управления государством, Хунну, в отличие от некоторых слабых племен, после возвышения в степях представляла собой огромный племенной союз. Поэтому многие важные географические и военные сведения необходимо было сохранять письменно. Это подтверждается многими ранними цивилизациями государств западного Уйгурского края, подчиненные Хунну, которые в основном имели свои системы письменности. Таким образом, если бы Хунну полагалось только на устную передачу, многие важные сведения, очевидно, искажались бы или терялись. Поэтому, будь то создание собственной или заимствование системы письма древнего уйгурского государства Куча, Хунну как огромный племенной союз должны были иметь более или менее систематизированные письменные знаки. Согласно хронике Ханшу, раздел «Хроники императора Юаня», генерал Чен Тан после похода против предводителя Хунну Шаньюня Чичи привез обратно не только пленных, но и книги Хунну, однако не указано, на каком языке они были написаны. Кроме того, согласно хронике Чжоушу, раздел «Повествование о тюрках», указано, что тюркская письменность похожа на хусскую. Это показывает, что люди северных династий обнаружили, что письменные знаки, выраженные тюрками и уйгурами на каменных изваяниях в степи, возможно, схожи с хунскими, и эта запись хроники также подтверждена археологическими раскопками. В районах Аршанской скалы и Цаган-хана на исторических землях тюркского и уйгурского каганатов, а также на скалах гор Иншан, археологи обнаружили и систематизировали около 520 письменных знаков. Они явно имеют свои системы, повторяются и отнюдь не являются отдельными или случайно появившимися простыми отметинами. Причина, по которой современные ученые считают, что у Хунну не было письменности, помимо указания Самацаня, Шицзи, также заключается в отсутствии последовательности археологических данных. Но степная культура отличается от земледельческой. Из-за постоянных переселений кочевых народов культура уже исчезнувших народов быстро замещалась культурами пришельцев. Это явно стало серьезным препятствием для изучения их культурных истоков. Фактически, независимо от того, создали ли Хунну письменность или нет, они определенно не были невежественными варварами, не знающими ритуалов, как описывают их ханские исторические источники, демонизирующие хуннов. Это четко проявляется в захоронениях Хунну, обнаруженных на территории к северу от пустыни Гобе. Например, на войлочном ковре, найденном в гробнице у горы Наян, была парчевая лента с темно-коричневой каймой,
В центре шелковыми нитями вышиты облака. По краю – узоры зеленого, желтого и ярко-красного цветов, а вокруг всего края шла вышитая картина, на которой зелеными шелковыми нитями было вышито 9 больших деревьев. Между деревьями парами, вышитыми разноцветными шелковыми нитями, изображены птица и звери в погоне друг за другом. 4 пара – олени и птица, 5 пар – тигры и якоподобные быки. Эти изысканные узоры в полной мере отражают эстетическое искусство Хунну. Когда Чжан Цан открыл путь в западный уйгурский край, он приобрел мелодии в древнем уйгурском городе Куча. Позже знаменитый музыкант западный хан Ли Яньян на ее основе сочинил 28 мелодий, которые стали называться военной музыкой Хунну. К эпохе Восточный хан, при императоре Люджара, ее стали использовать китайские генералы, командующие 10 тысячами солдат. Согласно преданию, эта музыка западного уйгурского края, Махедио, изначально была музыкой Хунну. Для нас сегодня, от легко запоминающейся песни Хунну до музыки Махедио, от таинственных знаков на скалах Иншан до археологических материалов в Великой степи, древний уйгурский народ изменит наше представление о кочевниках степей.